1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 2,4%. Это произойдет уже второй раз за год. С 1 января тарифы подняли на 1,7%. Это было сделано Минэкономразвития в связи с синхронизацией корректировки тарифов, вызванной повышением НДС до 20%. Власти планируют полностью рассчитаться с пенсионерами. С мая были пересмотрены и установлены новые размеры пенсий и ежемесячных денежных выплат. В связи с действием закона о порядке индексации появилась возможность избежать ситуации, при которой увеличение пенсии приводило к снижению размера социальной доплаты. В этой связи сумма доплаты не станет меняться из-за индексации пенсии, а перерасчет сделают с начала 2019 года. Застройщики перейдут на экстроу счета, куда дольщики будут перечислять деньги при заключении договора. Некоторые эксперты считают, что это может привести к росту цен на квартиры. Уплаченные за квартиру деньги сейчас хранятся на так называемом экстроу счете. Это нечто вроде банковской ячейки, а строительная компания взяла в этом же банке кредит на новый проект. Как только все дольщики получат жилье, деньги с экстроу счета закроют этот кредит. Если же застройщик не выполнит свои обязательства, все средства вернутся покупателям. Финансами теперь рискует исключительно банк. С 1 июля прежняя система долевого строительства уходит в прошлое, но в отличие от обычных дольщиков, банкиры куда тщательнее будут оценивать потенциальные риски. А значит, выдача кредита может затянуться или в нем вообще могут отказать. Этой теме была посвящена одна из дискуссий на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 14 марта. Но вот не рвутся банки кредитовать застройщиков. Заставить их, наверное, не очень просто. Может быть, как-то все-таки банки еще раз, не знаю, уговорить, попросить, стимулировать, чтобы они рассмотрение проектного финансирования делали более заинтересованно, и, простите, может быть, еще более смело. Я уже много раз говорил, а вы это прекрасно понимаете. Мы не можем делать это за счет граждан. А получается, что вот эти обманутые дольщики, кто такие? Это те, за счет кого строилась и отчасти социальная инфраструктура, и дома вводились. Потому что деньги-то от них получали, а им ничего в конечном счете не давали. Но мы не можем больше дальше продолжать такую практику. Люди законно спрашивают, а государство куда смотрит? Иногда действительно даже добросовестные застройщики попадают в трудную ситуацию. Но граждане не должны страдать. Да, эти риски теперь в значительной степени предложено переложить на банки. И, конечно, банки-то не возрадовались этому. Но нужно настроить их таким образом, чтобы они были заинтересованы в этом. Почти вдвое увеличиваются выплаты неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами первой группы. Сейчас им платят 5500 рублей. С 1 июля пособие составит 10 тысяч рублей. 1 июля заканчивается соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Договоренность об этом была достигнута в ноябре прошлого года. Корпорации обязались обеспечивать рост объемов продаж бензина на 2%. Вступают в силу изменения в закон о госзакупках. Теперь внесение изменений по каждому объекту будет совершаться не позднее, чем за один день до размещения извещения в единой информационной системе. Срок рассмотрения заявок в длинных аукционах сократится до 3 рабочих дней с ныне действующих 7. А с 8 июля временно приостанавливаются все пассажирские авиаперевозки в Грузию. Самые тяжелые последствия от потери турпотока из России. По оценке некоторых экспертов, ущерб 750 миллионов долларов. В прошлом году российские туристы оставили в Грузии, по разным оценкам, от 600 миллионов до больше, чем миллиарда евро. И тут в разгар сезона не застолья, а протесты. Ростуризм тем временем на своем сайте опубликовал список самых часто задаваемых вопросов. Как вернуть уже купленные билеты или путевки в Грузию? Что делать с невозвратными билетами? Как быть с оплаченным отелем? И что первым делом? У нас с 8 утра до 12 ночи работает в режиме нон-стоп горячая линия. Все туристы, которые приобрели путевки у туроператоров, имеют безусловное право получить компенсацию. Что касается туристов, которые индивидуально забронировались, им необходимо обратиться в отель. У тех, кто сейчас в Грузии путешествует самостоятельно, главный вопрос, как вернуться домой после 8 июля. Альтернативы прямому перелету есть. Паром до Сочи или машина до Владикавказа, оттуда самолетом. Также есть поезд из Грузии в Армению. Однако в Ростуризме советуют обратиться в авиакомпанию, где куплен билет. Российские авиаперевозчики, их 6, заявили о готовности вернуть пассажиров домой транзитом. С
1 июля вводится и маркировка некоторых лекарств, парфюмерии, обуви и не только. Касаются новшества и молочной продукции. Натуральная на прилавках теперь должна стоять отдельно от той, в которой присутствуют заменители молочных жиров. Обязательной с сегодняшнего дня стала классификация гостиниц по звездности. Это касается отелей, где больше 50 номеров. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.